начале марта 1918 года Саратов всколыхнула волна народного возмущения. Разъяренная толпа двинулась к зданию биржи, где заседала новая власть. Праведный гнев пролетариев вызвал изданный Саратовским губернским советом народных комиссаров декрет об отмене частного владения женщинами. По городу молниеносно распространились листовки с текстом этого постановления. Все женщины в возрасте от 17 до 32 лет, кроме имеющих более 5 детей, изымались из частного владения и объявлялись достоянием народа. Новые правила интимной жизни рабочих и крестьян были детально расписаны. Так, согласно декрету, мужчины имели право пользоваться одной женщиной не чаще 3 раз в неделю в течение 3 часов. Кто был автором этого скандального постановления? Неужели большевики пытались национализировать женщин? Еще задолго до Октябрьской революции идея свободной любви нашла отклик в русской богеме. В любовные треугольники оказались вовлечены и лидеры революционного движения. Дело оставалось за малым. Предстояло совершить революцию любви в масштабах всей страны. 9 апреля 1917 года. Пассажиры поезда, отправляющегося из Цюриха до пограничной германской станции Готман-Динген, занимают свои места. Русских можно узнать сразу. По традиции, большинство из них нагружены подушками, одеялами, многочисленным багажом. Получить билет на этот поезд было непросто. Для сотен политэмигрантов, высланных из России, возможно, это был единственный шанс вернуться на родину. Согласно договоренности, достигнутой между революционерами, в список пассажиров могли попасть все – меньшевики, анархисты, эсеры, большевики. Но мест в вагоне выделили всего 32. В одном из купе расположилась очень энергичная женщина средних лет, известный деятель революционного движения Инесса Арманд. Соседние места заняли лидер большевиков Владимир Ленин и его супруга Надежда Крупская. А вот он, пожалуйста, классический треугольник, вернее, такой лепесток многоугольный. Бедная сифилитичка Наденька Крупская, которая там спала с кем попала, потому что была жрица свободной любви. Ну и, пожалуйста, Владимир Ильич, наставлявший рога с кем попало, в том числе с Инессой Арманд. В 15 часов 10 минут поезд тронулся в путь. Вместе Ленину, Крупской и Арманд предстояло провести целую неделю. Через территорию Германии они ехали в Петроград. На станции Готман-Динген группа политэмигрантов пересела в вагон, 3 двери которого были опечатаны пломбами. Как вот шептали раньше, как же так, это может, не может быть вождь пролетариата, и вдруг какая-то любовная связь. Нет, это уже доказано исторически, да, такая связь была любовь, настоящая любовь, я имею в виду Ленин, Арманд. Роман Владимира Ленина и Инессы Арманд начался в Париже в 1909 году. Отношения развивались стремительно. Любовную связь, конечно, не афишировали. Арманд играла роль друга семьи. Что может быть подозрительного в общении лидера большевиков с активисткой движения за права женщин, к тому же матерью 5 детей? Да и законная супруга Ленина Надежда Крупская никакой ревности не выказывала. Но она знала, несомненно, об этом романе. Скорее, наоборот, как могла, так и препятствовала этому роману, хотя, может быть, и не явно, да. Ну, что-то, наверное, все-таки осталось за кадром. Мы тоже, может быть, не все знаем об этом треугольнике, но в данном случае треугольник все-таки в кавычках. В России близкой подруге Ленина поручили женский вопрос. В 1918 году Инесса Арманд возглавила женотдел ЦК партии большевиков. В 20-м организовала первую международную женскую коммунистическую конференцию. Она активно агитировала за свободу пола и призывала разрушить оковы буржуазной семьи. К этому моменту Владимир Ленин стал главой молодой Советской Республики. Наличие любовницы даже на страницах его биографии теперь было недопустимо.
24 сентября 1920 года Инесса Арманд неожиданно погибает. Как только связь Ленина и Инессы Арманд стала угрожать имиджу самой Крупской, имиджу идеи большевизма, эта связь, как известно, была прекращена в связи со смертью незабвенной Арманд. Получилось так, что она была отправлена на отдых в районы, в которых в то время свирепствовал тиф. И Крупская, без сомнений, приложила руку к тому, чтобы соперница исчезла именно в этом направлении. В истории Инесса Арманд осталась как видный деятель движения за права женщин. Одной из тех, в чьей жизни так тесно сплелись любовь и политика. В охваченной революционными волнениями России ни один митинг не обходился без призывов освободить угнетенный слабый пол от семейного рабства. Поддержка женского электората нужна была всем политическим силам страны. Эмансипация, равенство, как если современным языком говорить, гендерное равноправие, это было лозунгом очень многих партий в России, и большевиков, и меньшевиков, и эсеров, там, и кадетов. Это абсолютно было повсеместно. Там не было исключений. В случае своей победы каждая из партий обещала обеспечить женщинам равные права с мужчинами. Право голоса, высокую заработную плату, возможность самой решать, менять ли фамилию после вступления в брак. Но то, что произошло в стране после Красного Октября, превзошло все самые смелые ожидания. Кроме всего прочего, это была, возможно, первая сексуальная революция и в российском государстве, и на планете, потому что американская сексуальная революция пошла много позже. Практически одновременно, сразу в нескольких городах – в Саратове, Кронштадте, Владимире – появляются декреты, которые вызывают настоящий народный бунт. Представители новой власти предлагают национализировать женщин в возрасте от 17 до 32 лет. Если подтвердить дату рождения гражданки возможности не было, оценивать ее пригодность для общественного пользования предлагали по наружному виду и свидетельским показаниям. Было объявлено, что мы женщину освободим от частной собственности владения ее мужем. Но что происходит? Мы ее переводим в государственную собственность. И теперь, в принципе, у нее ничего не изменилось. Она все равно стала частью собственности, только уже государственной. Поэтому каждый мужчина имел право ее использовать, а она не имела права отказаться. Во Владимире декрет о раскрепощении женщин был издан Советом депутатов города. Частное право на владение женщинами отменялось. Брак признавался предрассудком старого прогнившего строя. Всякая девица, достигшая совершеннолетия, объявлялась собственностью республики. Она обязана была зарегистрироваться в бюро свободной любви и получить временного товарища-сожителя. То есть мужчины получали право получить себе подругу на каких-то условиях, а представители имущественных классов за некоторую плату. То есть фактически все женское население, кроме матерей 5 детей, и те, кто старше 32 лет, они практически провозгласили такими государственными проститутками, называя вещи своими именами. За право воспользоваться отчужденными женщинами мужчины, не принадлежавшие к трудовому классу, должны были заплатить ежемесячный взнос в специальный фонд – 1000 рублей. За прежними владельцами, то есть бывшими мужьями, сохранялось право на внеочередное пользование женщиной.